Добрый день, слушатели нашего лектория. Обсуждая тематику и характер предстоящих лекций, задуманных Национальной библиотекой, хотелось не только осветить события и имена мировой художественной культуры, но на этом фоне посмотреть историю искусства Чувашии, самобытной культуры, оригинальной во многом культуры. Принципиальный вопрос выбора материала был решен с помощью календаря знаменательных дат на предстоящий год. Это показалось нам разумным. Во-первых, наш интерес не отменяет актуальности. Во-вторых, это позволяет говорить о художниках, многие из которых упоминаются очень редко. Кроме того, этот подход неожиданно соединил между собой далеко отстоящие друг от друга времена и место действия, позволил увидеть новые ракурсы в истории чувашского изобразительного искусства. Импрессионизм – одно из самых эффектных направлений в живописи, зародившееся во Франции. Работы этих художников поначалу принимались с раздражением, но вскоре последователи их появились во всем мире. Сразу отметим, что при всей цельности этого направления, общности поисков и достижений художников, каждый из них привнес собственное видение на этот мир, собственное искусство. Вообще история импрессионизма хорошо освещена. Много изданий, книг, альбомов, каталогов. Но, тем не менее, мы хотим посмотреть несколько иначе на это явление. Ведь мы сегодня не будем останавливаться подробно на биографиях художников. Мы не будем много анализировать их произведения, хорошо известные. Посмотрим в целом, как же это явление, как это направление зарождалось, как оно отразилось в русском искусстве и, в конце концов, в чувашском. Сообразно календарю мы выбрали 3 художников. Это французский художник Огюст Ренуар, русский Константин Коровин и чуваш Иван Григорьев. Если творчество Ренуара и Коровина недалеко отстоят друг от друга по времени, то Иван Григорьев жил и работал во второй половине XX века и в совершенно иных условиях. На рубеже XIX и XX веков вся русская культура переживала бурный процесс обновления. В отличие от старых мастеров, писавших свои картины в мастерской с теплыми коричневыми тенями и холодным светом, здесь все наоборот. Здесь все прозрачно, холодные тени, цветные рефлексы, отсутствие четких контуров. Красочный слой состоит из сотен маленьких мазков, расположенных рядом друг с другом, часто контрастные в цвете, часто пятнами чистой краски. Энергичные, иногда крупные мазки не скрыты, не сглажены. На расстоянии происходит их оптическое смешение. Предметы обретают форму, хотя художник отказывается от детализации и прорисовки деталей. Главное – та гармония и красота, которым наполнен мир. И новая тема для художника – это город, и не только для Клода Моне. Многие импрессионисты писали именно город. Его динамика, движение, случайные фрагменты – все становилось событием. Бульвар Капуцинок – это серия, пожалуй, такой эталон импрессионизма. Их много, этих холстов. Еще одна характерная черта – это фрагментарность, которыми пользуются художники. Так, на картине слева мы видим изображение балкона у правого края, срезанные фигуры, которые как будто нависли над этим пейзажем. И это было странно, и это было
ново, и, наверное, эти вещи поначалу раздражали, но для художников-импрессионистов было очень важно как раз показать этот момент жизни, вот сиюминутный, сейчас, в следующий миг все будет иначе. Удивительная серия «Руанский собор». Клод Моне написал более 30 картин, представляющих собой разные виды собора, в зависимости, опять же, от времени дня, года, освещения. Писал эти работы уже в 1890-х годах. Казалось бы, одна точка зрения, без разнообразия подходов, ракурсов. Это фасад чаще всего и башня собора. Но бесконечное разнообразие освещения, золото солнца, сумерек вечернего состояния, почти монохромное изображение собора. Наверное, художнику было не скучно писать эти работы. Они удивительно разнообразны, они вдохновляли художника, эти виды одного и того же места, одного и того же собора. Таким образом, Клод Моне стоял в начале импрессионизма, то есть именно его картина «Впечатление. Восход солнца» стала тем произведением, откуда идет отсчет истории. Следующий художник – Камиль Писаро. Те же мотивы, тот же Париж любимый, бесконечно разнообразный для художника. Это бульвар Монмартр зимним утром, это Монмартр ночью, в дождливую погоду. То есть их тоже достаточно много, этих произведений. Камиль Писаро был, пожалуй, одним из самых последовательных представителей импрессионизма. Он этому направлению никогда не изменял. К основной группе импрессионистов относим и Альфреда Сислея. В основном пейзажист, но пейзажи его отмечены особым лиризмом. Он выделяется в своих пейзажах каким-то романтическим отношением к пейзажу. Это всегда взволнованное состояние художника. И он любит переменчивые моменты, переходные моменты. Пожалуй, он один из самых лиричных художников, один из самых поэтичных художников импрессионизма. Очень редко мы видим имена женщин в искусстве, не только в Франции, но и в искусстве, в любом искусстве. В XIX веке это было исключительно. Перед вами две ее картины «В столовой» и «Женщина за туалетом». Берта Моризо начинала выставляться в официальном салоне, но со знакомством с Клодом Моне и другими импрессионистами она примкнула к ним и уже выставлялась вместе с ними. Она родилась в богатой буржуазной семье, и поэтому мир ее был ограничен. Удивительно благородное соединение цветов, все это для нее очень характерно. И, конечно, может быть, по-женски она проявляет свою натуру живописную. Действительно, здесь есть и тонкость, и нежность, а иногда даже и незавершенность. Она оставляет края холстов незаписанными. Холст просвечивает сквозь краски и создает ощущение незаконченности. Отсюда этот момент быстротечности, он усиливается. Удивительный художник Эдгар Дега. Он не любил выходить на пленэрную работу, он работал в мастерской. Мы знаем его по многочисленным картинам из жизни театра, балета. Вот справа мы видим картину «Голубые танцовщицы», очень
известная, знаменитая даже, можно сказать, картина, которая находится в собрании Московского музея изобразительных искусств имени Пушкина. В своих творческих поисках он выступает как один из самых смелых и оригинальных художников. Конечно, мы знаем, что он замечательный рисовальщик, он прошел академическую школу, но в поисках собственного «я» он уходит от этой традиционной классической манере, и он очень много экспериментирует. Ну, в первую очередь, конечно, и в различной технике работает. Это и пастель, и масло, и в живописи, и в графике работает. И, как я уже сказала, пейзаж его очень мало интересует. Но мы его относим к импрессионизму. И самое главное, то, что он идет в жизнь, он наблюдает эту жизнь, он выделяет какие-то фрагменты ему интересные и находит это движение, это трепет воздуха, освещение, игра красок, все это воплощается в его небольших работах. Первое впечатление, что композиции его случайны, непродуманные, позы фигур иногда некрасивы, но это вовсе не так. Как раз Дега относился к своей работе, каждой своей работе очень серьезно. Он делал предварительно много зарисовок, он искал позы, повороты. И сам он про себя говорил, что он говорил, что не было искусства менее непосредственного, чем мое. Работа, которая называется «Площадь Согласия», Виконт Лепик с дочерьми, переходящей площадь Согласия, второе название. Эрмитажная работа. Вот та случайность момента, она найдена им как раз в результате усердных поисков. Мы видим площадь, и на первом плане срезанные фигуры Виконта Лепика, его друга, с дочерьми, собакой, и еще одна фигура слева, срезанная буквально, что недопустимо было в композиции большой картины классической. Здесь все это становится обычным, нормальным. И причем они идут, казалось бы, в разные стороны. Отец, две дочери, собака. Не сразу определишь, куда же они шли. То есть вот эта вот композиция сложная, как бы закрученная по кругу, это движение здесь останавливается. Мы сосредоточились на этом, но посмотрите, опять нет деталей. Все это написано широкой кистью. Ну и, конечно, надо отметить удивительно благородный колорит в серых, охристых оттенках. Это тоже очень продуманно и очень изысканно. Конечно, мы понимаем, что главным героем Дега становится человек. И множество картин с изображением прачек, служанок, модисток, или вот как мы видим в левой картине «Абсент». Эта тема, конечно, имеет такой драматический, наверное, характер. Два одиноких человека в городе, и даже каждый из них один сам по себе. Их двое, но каждый из них одинок. И вот еще раз вернемся к композиции, которую создает художник. Очень странно, казалось бы, на первом плане угол стола, дальше еще один стол, прямые линии, острые углы. И два человека буквально зажаты между столом и высокой спинкой этой скамейки. Вот эта вот зажатость, она как раз и дает ощущение какой-то безысходности.
Но надо сказать, что Дега был почти один в поисках работающих в таком направлении. Все-таки в целом искусство импрессионистов, оно празднично. Оно светло и радостно. И следующий художник, Агюст Ренуар, как раз воплотил те самые черты, за которые мы и ценим этот импрессионизм. Агюст Мане, ну вот как о нем писал, допустим, Луначарский, человек, который очень хорошо понимал искусство, знал искусство. Он писал о Ренуаре: в нем какая-то бездна молодости, он любит солнце, которое может все озолотить, и его художественное сердце – само такое солнце. У него нет глаз для скорбного и уродливого. Он видит цветы, лучи солнца, детей, прелестных женщин, и все играет, просто радуясь жизни. Смотрите картины Ренуара и учитесь у этого милого человека хоть изредка смотреть на жизнь под его счастливым углом зрения. Опять же, близость к поискам, к таким общим поискам импрессионистов, наверное, выражена в картине «Ложа». Два героя, но смотрите, что делает Ренуар. Он показывает на первом плане женщину, это героиня, главный человек в этой картине. Она сосредоточена на театральном действии. Вся ее фигура выделена контрастными, светлыми и темными цветами. И ее лицо, ее кожа, ее грудь, они сияют удивительно нежным цветом. Конечно, мы можем сказать, что здесь нет психологии, здесь нет глубины характера, но не это было задачей Ренуара. А господина на втором плане он удаляет, он уводит его, он теряется этот человек в контурах своих, там не определен характер, и это лишь дополнение к образу дамы. Удивительно хороши два портрета актрисы Жанны Самари. Перед вами Эрмитажная картина. Жанна Самари изображена в рост. Она была совсем юной, когда писал ее Ренуар. Ей минуло лишь 20 лет. Несмотря на юный возраст, имя ее уже произносили с восхищением. А на спектакле в Комедии Франсез невозможно было достать билетов. Всем хотелось увидеть прекрасную Жанну с ее удивительными, прекрасными глазами. Другой портрет Жанны Самари находится в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Это уже портрет совсем небольшого формата. Вообще он писался как подготовительный этюд, подготовительная работа, но он оказался так совершенен и так закончен, что, в общем-то, теперь живет отдельной жизнью. И здесь мы видим этюдную манеру, предельная какая-то этюдность, быстрые мазки разнообразные, короткие, длинные. И это сияние не только глаз Жанны Самари, но и второй план, который почти не прописан, он тоже излучает какое-то сияние, такой сияющий ореол вокруг этой юной дамы. Надо сказать, что что женские образы, детские образы стали главными для Ренуара. Но это и понятно, потому что женская психика, детская психика, она интересна художнику, потому как подвижна, переменчива, легка. Картина «Зонтики», она, наверное, та картина, к которой шел Ренуар вот через те, которые мы только что посмотрели, такие многофигурные, где много людей и много довольно черного цвета. Вот
период этот был очень интересен. В это время широко обсуждали теорию взаимодействия спектральных цветов. И пришли к тому, что в природе нет черного цвета. Он получается за счет смешения синей, желтой и красной краски. То есть черный цвет, он вобрал в себя все цвета. Все цвета. И поэтому Ренуар пишет без черной краски эту картину. Он использует как раз синий ультрамарин и красный краплак, насыщенный красный цвет для достижения вот, эффекта черного цвета. И это у него, конечно, получается. Эта картина, наверное, стала такой чертой, что ли, линией, когда он возвращается в какой-то мере к классической картине, находит форму композиции, рисунок более четкий становится, может быть, не так живописны эти работы. Таким образом, мы понимаем, что суть импрессионизма в отражении изменчивости окружающей жизни. Они, художники эти, уходили от статичности, чего нет действительно в этом мире. Все подвижно, все живо в их картинах. Переходя к импрессионизму русскому, мы должны, конечно, отметить то, что это направление получило популярность в России. И можно говорить не только о Константине Коровине, но раз уж мы выбрали это имя, и не случайно, мы будем говорить сегодня о нем. И это был художник, который наиболее ярко проявился как импрессионист. Константин Коровин – необычайно талантливый живописец, необычайно талантливый писатель. Он не только написал замечательные картины, очень популярны его книги, его воспоминания. Называется одна из них «Константин Коровин вспоминает», но другая «То было давно, там, в России». Вторая книга, она написана уже в Париже. Почему еще долго замалчивалось имя Константина Коровина? Потому что в 1923 году он эмигрировал в Париж, во Францию, и оставался уже до конца жизни. И вот то, что я говорила, возрождается интерес к его искусству, и разрешается этот интерес к его искусству уже во второй половине XX века. В 1961 году исполнилось 100 лет со дня его рождения. И невозможно не попасть под обаяние этого художника. Он сам говорил: «Я язычески поклоняюсь природе и восхищаюсь ею, и думаю, что рай на земле». А друг его, Валентин Серов, говорил, что Костя был тип художника, неотразимо действующего на воображение. Он влюблял в себя направо и налево. Говорил так красиво, увлекательно об искусстве и о многом другом. Действительно, это был человек, казалось бы, очень легкий, человек, обладающий необыкновенным чувством юмора, живой, активный и любимый всеми, кто был рядом с ним. Перед вами портрет, написанный Валентином Серовым, его другом и еще одним великим русским художником. Константин Коровин родился в состоятельной купеческой семье, но жизнь его не складывалась уж особенно благополучно и гладко. Семья разорилась в какой-то период и бедствовала.
очень долго, и в эти годы, как раз когда Константин был молод, они, наверное, испытали самую жесткую самые жесткие, наверное, времена в своей судьбе. Думаю, что, обладая талантом, вообще семья, хоть и купеческая, она была очень интересна. Дед любил музыку, театр, домашние театры, спектакли устраивались, приглашались музыканты, то есть имели такую возможность поначалу. Думаю, что профессия архитектора даст какое-то материальное положение более стабильное. Константин Коровин вместе со своим братом Сергеем поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Но очень скоро из архитектурного класса переходит в живописный класс, потому что талант был очевиден, конечно. Учится у Перова поначалу, Прянишникова, Саврасова. В какой-то момент уезжает в Петербург, учится в Академии художеств целый год, но это было ему не близко. Вообще, импрессионизм, он проявился ярко в московской жизни культурной, в художественной жизни. Петербург, конечно, был более официален, и здесь академическое искусство было чем-то незыблемым пока еще. Москва всегда была в этом смысле более демократичной. Вернувшись из Петербурга в Москву, снова в училище живописи, ваяния и зодчества, он сдружился с Левитаном, а преподавателем его стал Поленов, Василий Дмитриевич Поленов, как раз тот художник, который, наверное, первым стал писать пленэрные работы, вышел на воздух. То есть это были, конечно, первые еще опыты, но именно от него Константин Коровин узнал об импрессионистах. И вся его живопись, сообразно характеру Константина Коровина, она была необычайно светлой и радостной. Картина слева, пейзаж, это ранняя работа Коровина, достаточно спокойно написана, с большим настроением, в манере Левитана и Саврасова. А вот правый портрет хористки – это тот самый портрет, который вызвал большой скандал, который был вынесен почти сразу после открытия выставки из экспозиции, и за который Константину Коровину сильно доставалось. Говорили о том, что это безобразие, что нельзя так писать, безалаберно, и незаконченные этюдные работы, которые не может быть на выставке, и, в общем-то, не понимали, что это начало новой живописи, нового искусства. Хотя близкие люди и и Валентин Серов как раз очень хорошо понимали значение именно этой картины, именно этого этюда, и понимали, что это вот новое искусство, и что именно Константин Коровин начинает это новое искусство. Портрет актрисы, певицы Люботович. Вот удивительное наполнение воздухом и светом этой картины. Сложная задача написать большое белое пятно, белое платье этой актрисы. Мы знаем опыты такой работы. Валентин Серов писал девушку, освещенную солнцем, примерно в это же время. И портрет Люботович, примерно в это же время написанный, он еще более, наверное, импрессионистичен именно своей манерой. Если Серов все-таки писал, как писали художники-реалисты, пытаясь и наполнив
свои картины и светом, и рефлексами богатейшими, но Константин Коровин делал это по-импрессионистски, очень широко, свободно, легко, казалось, дается это ему, эти живописные задачи. Вот, пожалуйста, еще одна работа. Это портрет Федора Шаляпина, с которым Константин Коровин был очень дружен, много времени они проводили вместе, ездили вместе и общались очень хорошо. Эти события, связанные вот с именами Серова, Шаляпина, как раз описаны Константином Коровиным в его воспоминаниях. Много веселых приключений он описывает в связи со своими друзьями. Это стоит, конечно, почитать. Смотрите, какая композиция. Фигура Шаляпина, и без того мы знаем, это был крупный, большой человек, его фигура здесь буквально втиснута в размер полотна. Ноги упираются в нижний край, голова упирается почти в верхний край. Монументальное такое изображение певца. И, наверное, это не случайно, потому что та энергия, которую излучает буквально фигура, образ Шаляпина, его свободная поза, все это очень характерно для него. Этот светлый костюм, который буквально насыщен светом, тенью, рефлексами. И дальше стол, цветы, вино, открытое окно в сад. Это, конечно, удивительно яркое воплощение импрессионистических поисков и самого характера Константина Коровина. Очень любил ездить в Крым, на юг, на Черное море, и очень много написал произведений, очень быстрых, может быть, незавершенных во многом, этюдных произведений, но в этот период, это 10-е годы XX века уже, это период предельных каких-то достижений в импрессионизме Константина Коровина. И потом, заметьте, 1916 год, 1917 год, работы этих лет особенно насыщены именно таким настроением. Это ведь очень непростые годы для России. Это преддверие революции, это уже Первая мировая война. Но характер творчества и характер самого Константина Коровина, они совсем иные. Он не видит этих социальных потрясений, они ему не интересны. Он отгораживается буквально от всего, что происходит в стране, и остается верным самим себе. И, наверное, за это мы его ценим, за этот свет, за этот оптимизм, за эту веру в красоту. И это очень важно в искусстве, оставаться самим собой. «Натюрморт рыбы» – очень известная работа, где он преодолевает, наверное, эскизность и создает вполне завершенную картину, хотя и написанную очень широко и сочно, и мы буквально ощущаем запахи этих цветов, фруктов, сверкающая рыба с серебристыми оттенками, насыщенная и рефлексами очень сложными, розовыми. Вообще он был колорист удивительный, Константин Коровин. И дальше посмотрим серию парижских пейзажей. 2 пейзажа я вам показываю. Париж он очень любил. Не только
Мы знаем парижские пейзажи после 23-го года, когда он уже уехал навсегда в Париж. Много он ездил и в конце 19-го года, начиная с 1880-го, и в начале 20 века, в конце 19 века, начале 20 века. То есть поездок этих было множество, и картин он написал довольно много. Но вот эти картины, они такого светлого периода, когда он еще ездил, когда он еще был русским художником и часто выбирал те же мотивы и с той же точки зрения писал, что Клод Моне, Камиль Писаро, высоко ценя импрессионистов, конечно, он пошел по этому пути и очень близко подошел по своей манере, по своему подходу к импрессионистам, то есть оставался импрессионистом. Конечно, после того, как он окончательно уехал из России, жизнь его не очень хорошо складывалась, хотя, конечно, он был признан, его любили, и были заказы у него, но не было родины, и ему приходилось, особенно много было заказов, ему приходилось писать русские зимы на заказ, русские просторы. То есть вот этот русский мотив, русский сюжет, он стал очень популярен в Париже, и тем более тут и русские балетные сезоны, русские оперные сезоны, которые вызвали огромный интерес к русской культуре. Вот он попал в вот этот процесс освоения русского искусства французами. Ну и, конечно, много работал в театре, это ему было интересно. Он оформил очень много спектаклей, и не только во Франции, но и в других странах его приглашали. Последняя работа Коровина, которую я вам хочу показать, это женский портрет, как предполагают исследователи, дочери Федора Шаляпина. Правда, спорят еще Ирина, это или Лидия, но эта работа принадлежит Чувашскому государственному художественному музею. Она у нас в постоянной экспозиции русского искусства, и, конечно, это жемчужина коллекции Чувашского музея, и здесь в этой картине воплощена эта манера Константина Коровина, и очень напоминает портрет Шаляпина. Посмотрите, такая же поза свободная, белое платье, свет за окном, солнце, натюрморт на столе, все это характерно для него и является доказательством того, что Константин Коровин, конечно, оставался импрессионистом, стал импрессионистом и оставался импрессионистом в силу своего необыкновенного таланта, очень яркого таланта, в силу своего яркого характера. Переходя к художникам Чувашии, тоже, наверное, надо сказать, что здесь довольно много было художников, несколько художников, которые пытались работать в этой манере. Но особенность искусства Чувашии, изобразительного искусства Чувашии в том, что не было у нас длительной истории развития живописи. Ведь только в XX веке начинается освоение художниками этой профессии, и первые профессиональные художники появляются именно после Октябрьской революции здесь у нас в Чувашии. Спиридонов и Сверчков начинают этот путь и становятся основоположниками чувашского искусства. Закончившие Академию художеств, они писали, конечно, в реалистической манере, но и попытки выйти за эти пределы мы видим. Но это были незначительные работы, этюды в основном. И опять же, вот работа Спиридонова, этюд Моисея Спиридоновича Спиридонова «Весенний мотив», небольшой совсем этюд, 40×60. И обратите внимание, это 1974 год.
это как раз год столетия первой выставки импрессионистов. То есть пробуждается интерес, и приходит и сюда, в Чувашию, в жизнь импрессионизм, и сюда. Здесь появляются книги, альбомы. Такой всеобщий интерес, он, конечно, побуждает и художников попробовать себя в этой манере. Также и Сверчков писал небольшие этюды в этой манере, но, в принципе, эти работы не выходят далеко за пределы реалистической школы, хотя, конечно же, вот эта попытка наполнить свои работы трепетом каким-то особым, эта попытка, конечно, мы видим эти попытки в творчестве многих художников. Особо хочется отметить творчество Евгении Вдовичевой, 60-е годы. То есть художницы обращаются не прямо к творчеству импрессионистов, а опосредованно через Константина Коровина. Именно Константин Коровин был любимым художником, и именно начало 60-х годов, когда стало возможно говорить об этом художнике. Правая работа «Незабудки» Елены Бургуловой также находится сейчас в художественном музее, в коллекции художественного музея, и она удивительно написана, совершенно небольшая работа, очень простой мотив, как Коровин тоже любил, это яблоки, это цветы, какие-то вазы иногда. Здесь мы тоже видим для пятна поставленная темная бутылка на втором плане, такой акцент темный. И незабудки, которые написаны очень широко, очень пастозно, рельефно буквально написано. И все, кто знают этот натюрморт, как раз отмечают, что он написан по-коровински. Художник Николай Енилин, которого мы не можем прямо отнести к импрессионистам, тем не менее использовал манеру письма, использовал мазки объемные, использовал какие-то приемы импрессионистов, но совершенно с другой целью. И вот как раз надо сказать, что импрессионизм в творчестве таких художников, как Енилин, или потом мы посмотрим Ювеналев, они совершенно иного плана. Это работы 1970-х годов, и это время, когда в Чувашии и во многих республиках национальных стало возможным говорить о национальном своеобразии, о национальной традиционной культуре. Прежде национальная тема осуждалась, и за национализм были осуждены реально многие поэты, писатели и художники Чувашии. И это было даже опасно. 70-е годы открывают дорогу художникам, которые пытаются выразить именно свое национальное. Николай Енилин использовал эту технику и манеру для создания своих невероятных пейзажей, невероятных именно потому, что это любовь к своей земле, к своей культуре, к своему народу стала основой содержания его картин, вернее, стала содержанием его картин. И я вам показываю две небольшие его работы. У него много этих пейзажей. Он пейзажист в основном, и именно через пейзаж выразил это свое отношение к национальному, к родному, к чувашскому. И следующий художник, Юрий Ювенальев, продолжает эту тематику и работает. И еще, что очень важно,
он ограничил себя вообще своей родной деревней. Живя в Чебоксарах и работая в Чебоксарах, он уезжает на полгода, постоянно работает в своей деревне и лето, и осенью, и зимой бывает, и он поет эту свою песню, создает эту поэму о своей родной деревне Аслы-Ялы в Канашском районе, и этого ему достаточно для того, чтобы рассказать о своем отношении к этой земле. Они очень романтичны во многом, и нельзя прямо сказать, что он импрессионист, но, опять же, какие-то моменты, как то, мазок рельефный, маленькие мазочки, длинные мазочки, рельефные мазочки разного цвета, которые он накладывает в большом количестве, они создают как раз этот трепет, это движение, жизнь этого пространства. Ну вот в нижнем, допустим, пейзаже на первом плане большое дерево и удивительное свечение этого пространства, глубины, улицы, где сияет еще вечернее небо, сказочно освещая дерево на переднем плане, высвечивая какие-то моменты, фрагменты. Таинственный вечер наступает после рабочего дня, и справа мы видим фигуру человека, уходящего за силуэт, темный силуэт этого дома. Все это какое-то мгновение, тоже очень по-импрессионистски, мгновение, и все станет иным, все станет другим, другое освещение, отсутствие человека, другое состояние природы. Таким образом, посмотрели несколько художников, работающих близко к манере импрессионистов, но главный герой сегодняшней лекции – это Иван Трофимович Григорьев. Именно его называют чувашским импрессионистом, человек удивительной судьбы, учившийся в Москве, в Петербурге, а в Москве у самого великого Владимира Фаворского, и художника по специальности графика, создавшего очень много именно графических произведений в технике линогравюры, что он очень любил. Он занимался и живописью, и оставил после себя такое наследие удивительное, богатое и именно жизнерадостное. То, почему мы его еще причисляем к импрессионистам, не только из-за манеры его живописной, но и за настроение в картине, за атмосферу в картине. Иван Трофимович приехал в Чувашию и стал одним из первых преподавателей в Алатырской художественно-гравюрной школе, а затем в Чебоксарах, в художественном училище. И прошел школу войны, жестокую школу войны. Был ранен очень тяжело дважды, был контужен. И поэтому очень скоро ему пришлось уйти на пенсию по инвалидности. И это художник, который жил и работал дома, в своей маленькой квартире в Чебоксарах, и писал свое жизнерадостное искусство, создавал свое искусство в стенах маленькой квартиры. И сохранил в себе удивительный свет, удивительную жизнерадостность, открытость. И несмотря на то, что он долго не преподавал, ушел из училища художественного, с ним общались всегда. Его ценили как живописца, и его любили за его удивительные человеческие качества. Его автопортрет очень скромен, без пафоса. И, конечно, он что мог писать у себя дома? Это натюрморты и пейзажи из окна. Вот два пейзажа, которые я вам покажу, они написаны действительно из окна.
как раз напротив Национального музея его небольшая квартира. И его счастьем было то, что квартира угловая, и окна выходили на две стороны. Поэтому возможностей было больше охватить более широкую панораму, что ли. И этот скверик под окнами, и эти дали заовражные с другой стороны, он писал бесконечно. И даже в этих небольших пейзажах мы видим, что это искусство вообще-то праздничное, вообще-то светлое. Это весна, это зима, это лето, осень, то есть это одно и то же из окна. Но он не уставал любоваться этим бесконечно, он это писал, находил для себя вдохновение в этих привычных, знакомых видах из окна. Или натюрморты. Здесь он еще ярче проявил себя как импрессионист. Здесь предельная динамика мазка, здесь движение невероятное, здесь трепет удивительный. И, видите, выбор предметов высокий, я бы сказала. Что в этих натюрмортах с цветами, что в натюрмортах с предметами, которые его окружали. И натюрморт с маской – это натюрморт, подобие натюрморта Шардена XVII века, атрибуты искусства, книги, кисти, маски, музыкальные инструменты, цветной фон, который объединяет все эти предметы. Все это написано очень живописно. И опять же, вот эта вот динамика внутренняя, жизнь этих предметов, она каждый раз его заражает, и каждый раз он создает какое-то новое настроение. Два пейзажа, в которых он пошел, два натюрморта, в которых он пошел дальше импрессионизма, почти к постимпрессионизму. Вот картина натюрморт слева, она так и называется «Скрипка, ваза и натюрморт Сезанна». На стене мы видим репродукцию с натюрмортом Сезанна. И в манере он во многом здесь приходит именно вот по отношению к взаимодействию между предметами в натюрморте, к изображению плоскостей первого и второго плана. Вот это взаимодействие, оно очень по-сезанновски здесь взято художником. Ну, а предметы, казалось бы, почти одни и те же, но каждый раз он выстраивает по-новому. Конечно, где-то он снова возвращается к этой манере очень импрессионистичной, и иногда даже соединяет эти, казалось бы, в одном натюрморте эти два направления – импрессионизм и постимпрессионизм, сезонизм, как мы сказали. Вообще эти люди, прошедшие такой сложный путь и трудный путь, и войну, многие из них сохранили в себе, даже, наверное, культивировали в себе вот эту необычайную любовь к жизни, умение восхищаться жизнью без темных красок, без темных тонов. И именно таким был Иван Трофимович Григорьев в своих портретах. Конечно, мало было людей, которые могли ему позировать, и где-то по воспоминаниям, где-то действительно кто-то позировал. Он написал немало портретов. Перед вами портрет Антонины Ивановны Нухрат. Это была удивительная женщина, родственница художника. Она была известным журналистом в 1930-е годы, общественным деятелем, поднимала общественное женское движение, пытаясь найти место в новой советской действительности для реализации вот именно женских талантов, женских каких-то способностей. Очень подвижный, очень динамичный образ. В некоторых портретах он доходит до какой-то крайности в своей манере. Тут мы можем даже вспомнить
экспрессионистов, настолько здесь все наполнено внутренним напряжением эти образы, есть в них какой-то драматизм, и фон, и мягче краски, и мягче линии, и не так динамичны мазки в этом образе. То есть этот художник-портретист. Я уже сказала, что Григорьев был по специальности художником-графиком и много работал в линогравюре. Таким образом, мы поднимаем сегодня, пожалуй, впервые тему импрессионизма в чувашском изобразительном искусстве. И этот календарь знаменательных дат, он позволил нам найти в нем имена очень талантливых художников, работавших в одном направлении, но так разнообразно себя проявившим. Спасибо за внимание.